Главная путина в Абхазии – Хамсовая. В этом году она началась достаточно активно. Власти выдали разрешение на вылов 25 тысяч тонн хамсы. Впрочем, усвоить эту квоту рыболовы пока не смогли. Объемы хамсы, например, выловленные в середине февраля, в 6 раз меньше аналогичного периода прошлогодней путины. Путина сама должна завершиться в конце марта, и эти результаты могут измениться, но начнем мы разговор с видео, которое появилось в социальных сетях. Несколько мертвых птиц были обнаружены в море в районе Маяка. Связано ли это с деятельностью турецких сейнеров, которые занимаются выловом хамсы, или другими причинами? Узнаем это у главы Госкомитета по экологии Савелия Читанава. Савелий Михайлович, вот появилось в соцсетях видео, на котором жители микрорайона Маяк сняли тушки мертвых птиц в море. Вы уже проводили исследования, изучали этот вопрос? В чем причина вообще? Ну да, я тоже получал эту информацию, по телефону мне коллеги тоже звонили, и мы в воскресенье с моими коллегами вышли мониторить ситуацию на берег. Да, на самом деле обнаружили единичные экземпляры мертвых туш чонги, или дырков, как их обычно называют. Такого, если вы помните, год или 2 года назад был такой массовая гибель этих птиц. Тогда это было связано с какой-то инфекционным заболеванием, понимаете? Была эпидемия в тот период. Птичий грипп там, или еще что-то. То на этот раз, судя по характеру единичные пары, пока какого-либо вывода сделать невозможно, с одной стороны, а с другой стороны мы взяли образцы по договоренности с ветеринарами для того, чтобы уяснить причину гибели этих животных, этих птиц, необходимо отправить их в лабораторию Красноярский край, Кропоткина. В этом плане мы с ветеринарами взаимодействуем, посмотрим, что покажет анализ. А так, чтобы говорить о каком-то массовом исходе, что это какая-то экологическая катастрофа, конечно, говорить не приходится. Но, тем не менее, пока наверняка сказать, в чем причина, тоже не можете, пока не готовы исследования. Правильно я понимаю? Ну, предположительно, вот я общался вчера с лабораторией Кропоткина, они говорят так. К ним тоже поступает так, и обращаются, и поступает много материала. В основном мы фиксируем бактериальную или же вирусную какую-то природу гибели этих птиц. Ну, пока мы тоже говорить ничего не можем, но предполагаем, что, очевидно, какое-то индивидуальное заболевание птиц началось. А по большому счету, если говорить, ведь популяции этих птиц, не все же они одновозрастные, да? Есть разновозрастные, ну, есть с предельным возрастом, которые подверглись естественной смерти. Но и это тоже исключить по большому счету нельзя. Но будем ждать лабораторных исследований. Но в самой России тоже такие факты зафиксированы, как я поняла, верно? Да. Но, Сочинском побережье не связывались с нашими коллегами, связывались с Сочинском побережьем. Там тоже аналогично. Правда, не массово, но единично, вот так вот. Хорошо, но вот на видео, там вот несколько видео в интернете можно увидеть, но там помимо тушки мертвых птиц есть еще кадры, где пленка на воде, вот на морской воде. И люди задаются вопросом, откуда вот такая пленка, загрязнение воды происходит, связано ли это с деятельностью турецких сейнеров, которые сейчас у берегов Абхазии занимаются выловом хамсы. Но это, по большому счету, связано не с турецкими кораблями, а с заводами, которые перерабатывают рыбу. Собственно говоря, из сейнеров происходит перегрузка на транспортник, а с транспортника уже непосредственно на завод. Когда вот идет процесс перегрузки, несколько десятков тонн, представьте себе, да, с них стекает слизистые там. Это ежегодно, в принципе, у нас на берегу отмечается.
слизь, шелушение. В общем, отходы, получается, от вот этой деятельности попадают в море. Рыбные отходы – это органика. По большому счету их никаким образом там при перегрузке утилизировать невозможно. Оно стекает в море. Это есть органика. Оно ни в коей мере на экологию не влияет. Единственное, что эстетически это выглядит немного нехорошо. К счастью, это только в зимний период, когда идет процесс промысла хамсы. А с одним-двумя большими порывами волн и так далее, то оно рассеется или станет добычей кормом для рыб, и в летнее время это и не будет, собственно. Но исследование вообще этой воды вы проводили, или это вот достаточно визуального осмотра, чтобы не бить тревогу? Так, конечно, мы проводим исследования на содержание каких-то других токсических или нефтепродуктов. К счастью, там нет. Есть вот визуальный обзор, который мы видим, и, собственно, и это эстетически воспринимается очень негативно. Савелий Михайлович, мы помним, в прошлом году, если я не ошибаюсь, были факты даже смерти работников, которые на корабле там занимались, я не знаю, утилизацией или обработкой вот этой рыбы. Это совсем из другой оперы. Это трюмы, к сожалению, так получилось, что трюмы не вычищались 2-3 дня, а там был гнилостный запах или трупный запах. Они отравились от этого. И там ничего такого для того, чтобы выливалось в море, и потом в последующем гибли морские животные, это исключено. Да, поэтому я спрашиваю, люди задаются вопросом, эти истории помнят, какие-то параллели пытаются провести, и, конечно, им людям страшно становится, поэтому хочется ответить вот этим людям тоже на их опасения. Ничего общего с этим нету. Это отравление трупным запахом, это было в прошлом году. Никакой угрозы населению, живым организмам сейчас нет. Ничего такого Конечно, нет. Конечно, нет. Савелий Михайлович, вы периодически проводите рейды и выявляете нарушителей тоже правил рыболовства. Это касается нарушения зоны, объемов и так далее. В целом уже, я думаю, пора подводить итоги путины. Сколько вообще дней до ее окончания осталось? Пора, конечно, но еще путина не завершена, и потому говорить о конце не приходится. Но фактов нарушений могу сказать. Вот у нас есть протоколы, которые предоставляют нам, которые составляют наши сотрудники совместно с российскими пограничными, по которым оштрафованы некоторые нарушители в виде штрафа административного, попадающие среди них, на борту которых была рыба, выловленная в запретной зоне. А тут влечет применение такс, и с применением коэффициентов получается штраф за нанесение ущерба окружающей среде. Вот если как-то тоже в интернете появилось, кто-то увидел на нашем сайте административный штраф 5000 рублей, они заметили штраф по ущербу. Вот у меня 120 тысяч по ущербу, и тут же административный штраф. То есть корабль, который произвел с нарушением вылов рыбы, он подвергается одновременно административному штрафу и штрафу за нанесение ущерба окружающей среде. Кто-то может подумать, вот назначили штраф 120 тысяч рублей, а оплатили только 3000. Но это в корне неправильно совершенно. 3000 рублей – это административный штраф, а 120 тысяч или еще у кого-то 600 тысяч – это штраф за нанесение вреда, ущерба окружающей среде. Учитывая объемы их, сколько они добывают, и потом какие суммы, допустим, прибыли их, то иногда можно сказать, что заинтересованы в том, чтобы нарушить, лучше заплатить этот штраф и потом продолжать ловить. Вот эта же проблема тоже остается.
Савелий Михайлович? Ну, административный штраф, к сожалению, у нас он низкий, но штраф за нанесенный ущерб, он огромный. Понимаете, если вы считаете, что 120 тысяч или 600 тысяч – это сумма небольшая, то, ну, я, например, так не думаю. То есть это может заставить их испугаться? Так, ну, я думаю. Савелий В Михайлович... прошлом году был у нас случай, когда на 1 200 000 был оштрафован один из товарищей наших турецких. Угу. Савелий Михайлович, но вообще сроки Путина, они сдвигались и сейчас были продлены? Нет, как было постановление Кабинета министров до конца марта трудные пути. Но из-за погодных условий начало, старт был не очень хороший, и было решение... Тут не от погоды зависит. Тут, вы знаете, вначале на самом деле старт был плохой, потому что морская вода, температура морской воды была 12, 13, 14 градусов почти. А рыба собирается в косяк при температуре 8-9 градусов. И только вот в конце февраля, в начале марта температура морской воды достигла предела 8-9. И тут промысел пошел, что называется. Но опять, видите, как устанавливается атмосферная температура высокая, и тут же начинает прогреваться морскую воду. И дальнейшее продолжение пути тоже, думаю, будет ослаблено, потому что рыба будет рассеиваться при температуре больше 9-10 градусов. Ну, сейчас, если оценивать вообще предварительные итоги пока что, как вы оцениваете, как в этом году она проходит пока что? Ну, из общего допустимого улова выловлено чуть больше 1/3 части. Ну, то есть не очень, можно сказать, хорошо в этом году проходит Путина. Удовлетворительно, на 3. Угу. А проверки вот судов, вы про это рассказали, а сами заводы, как часто вам удается проверять и выявлять какие-то нарушения? Ведь люди, мы слышим, как часто жалуются, особенно те, кто живут недалеко от этих заводов, жалуются на запах и... Даже высказывались, да, мысли о том, что надо переносить куда-то эти заводы и так далее. А вот на самих этих предприятиях часто ли вы можете проводить проверки и какие нарушения выявляете там? Ну, да, достаточно часто наши сотрудники проводят мониторинг этих заводов, естественно, проверяя состояние производственных цехов там, и так далее. Хочу сказать вначале, мы, экологи, с самого начала были за то, что в городской черте не был ни один рыбоперерабатывающий завод, что они должны были быть выведены за пределы городской черты. Но коль скоро они здесь, да, к сожалению, функционируют. Еще и в советское время, если вы помните, было так же. Что касается фильтров, да, на самом деле по требованию нашему приобретены всеми мощнейшие фильтра, но и тем не менее они тоже не помогают. Просачивается запах. Ну, что делать? Ну, главное, это не отравляет мы иной раз, когда на кухне жарим рыбу, рыбный запах-то все равно есть. То же самое, но отравления здесь не будет никакого. Другое дело, сюда неприятно. Ну, использование каких-то, вот, я не знаю, препаратов, что ли, там для очистки, для, может быть, для обработки, вот за этим контроль ведется, что какие-то вот химические препараты там точно не используются, и что эти выбросы, они безопасны и так далее. Вот такие гарантии есть? Препараты для того, чтобы погасить запах, что ли? Я не знаю, может быть, для очищения, каких-то агрегатов, может быть, для консервации и так далее. Мало ли. Да, вот таких приемов там не проводится абсолютно. Единственное, что там есть, это есть фильтра. Фильтра одно время, конечно, были устаревшие, но по рекомендации экологов фильтры были поменены. Сейчас достаточно мощнейшие фильтра стоят на всех заводах. То есть вполне возможно, что в будущем и запаха вот такого не будет, и все-таки сами заводы тоже пытаются эту проблему устранить. Все-таки негативное это давление со стороны общества. Это в их интересах.
Хорошо, Савелий Михайлович. А сейчас, пользуясь возможностью, конечно же, не могу не спросить. Сейчас, можно сказать, начинается вот этот сезон природных пожаров. Уже несколько фактов было зафиксировано. Вот вами, понятно, МЧС этим плотно занимается, но вы тоже реагируете. Вообще какая-то профилактическая работа должна проводиться. И какой вообще в целом уже нанесен ущерб не благодаря, а из-за этих природных пожаров? Это серьезная угроза? Ну, вы знаете, конечно, если будет учащаться это явление, конечно, будет выносить вред окружающей среде. Но пока мы с МЧС взаимодействуем, но таких катастрофических, к счастью, пока нет. А там далее посмотрим. Видите, вот пока почти 2 недели как нет ни капельки дождя, сухо во дворе, а это благоволит к тому, чтобы... Естественно, возгорания нет, но человеческий фактор однозначно присутствует. Да, человеческий фактор. Сейчас как раз сезон, когда начинают готовить сады, огороды. И вот МЧС же неоднократно подтверждала, что из-за поджогов такие масштабы приобретают эти пожары. На ваш взгляд, какие-то наиболее проблемные есть территории, где, может быть, нужно какую-то специальную работу проводить? Ну, МЧС проводит в этом плане взаимодействие с населением. У них все наготове. Если что, у них выезжает транспорт для оперативного воздействия на среду. Угу. А с населением, на ваш взгляд, нужно как-то специально работать? Ведь человеческий фактор – это главная проблема. И, может быть, я не знаю, в районных администрациях с сельчанами нужно общаться, объяснять еще раз, рассказывать, как вообще работать, как чистить территорию. Как вы думаете, человеку надо обязательно говорить, чтобы он не поджигал сухую траву? Судя по тому, что происходит, мне кажется, не будет лишним. Савелий Михайлович, а вот оценивали ли вы в комитете ущерб, который вообще наносит эти? Насколько для Абхазии это серьезная проблема? Мы ведь видим, да, в некоторых странах, какие масштабы бедствия национального приобретают пожары. Это игра с огнем может... злую шутку вообще сыграть, уничтожены бывают целые города. Ну, к счастью, вообще естественные пожары для Республики Абхазии, вообще для Кавказа не характерны. Ввиду того, что у нас избыточная почвенная влага. Понимаете, у нас влажность среды. О чем вы думаете, у нас такая пышная растительность? То есть достаточно объема, количества влаги в почвенной среде. И потому, естественно, возгорание, как это имеет место быть в других странах, у нас это не характерно. Если у нас где-то в природе появился пожар, то тут обязательно присутствует человеческий фактор. Или бутылка, выброшенная нароком, да. Вы знаете по физике, луч солнечный, прошедший через стекло, может концентрироваться в пучок и вызвать локальный огонь. И от этого может распространиться пожар. А так для страны нашей, к счастью, не характерны естественные пожары. Савелий Михайлович, интересно, вот заповедники, у нас большие территории заповедников, но люди все-таки туда проникают, иногда даже с целью проведения там пикников и так далее. Какая-то будет проведена, может быть, специальная, что ли, защита, контроль? Вот нужно в этом плане дополнительно какие-то меры предпринимать? Ну, вообще, заповедники не должны иметь эти места однозначно. Ни в Кадорском, ни в Ритинском национальном парке. В национальных парках есть специально отведенные места для рекреации. Там можно проводить, ну, соответственно, администрация и сотрудники этих парков учреждений имеют обособленные места для проведения выстроены мангалы для проведения такого общепитного характера мероприятий. Так что там тоже как попало и куда попало пройти, не так-то просто.
Савелий Михайлович, ну и завершая, обобщая, может быть, наш разговор, в этом году вообще какие перед ведомством самые главные задачи и проблемы, которые будете решать, которые перед вами стоят? Перед нами стоит очень много задач. Дай Бог справиться. Первая задача, вот сейчас лосось начинает активизироваться, прохождение на нерест, и это для нас серьезная задача, которая совпадает конец Путины и начало нереста лососев. И потому мы сейчас будем в основном заниматься этим. А так все, что будет происходить в природе, в окружающей среде, это сфера интересов экологии. И вообще законодательство, будет ли в этом году какие-то ваши инициативы в парламент поступят, не поступят, в каком виде? Ожидается ли принятие? У нас есть на работе по Красной книге. Я думаю, что мы сможем всех те предложения ведомых. Будем надеяться, будем ждать и с большим удовольствием, конечно, эти инициативы обсуждаем. Инициативы направлены на сохранение нашего достояния, нашей природы. Савелий Михайлович, спасибо вам большое, что были с нами на связи. Благодарю. Я напомню, это был глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Мы говорили о том, как проходит рыболовная путина, хамсовая путина. В этом году она началась активно. Власти выдали разрешение на вылов 25 тысяч тонн хамсы, но по данным на февраль выловлено к середине февраля в 6 раз меньше аналогичного периода прошлого года. Но до конца марта еще есть время, и данные могут измениться. С вами был «Посредник».